Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмилля, алхамдулилля. Ассалату вассаламу аля расулилля. Продолжаем уроки дуа. И сегодняшняя наша тема – это мольба, дуа за своих братьев. Дуа и истигфар за братьев и сестер. Но мы с вами знаем, что дуа является одним из величайших видов поклонения, и то, что Всевышний Аллах дал нам возможность в любое время дня и ночи, с любого места, с любого положения мы, альхамдулилля, на своем языке, своими словами, без каких-либо посредников, напрямую и только напрямую мы можем обратиться к Аллаху, рассказать Ему о своих проблемах, попросить у Него помощи как в мирских, так и проблемах, которые касаются вечной жизни. И, альхамдулилля, Всевышний Аллах сказал: «Вахаля раббукум удгуни». И вот сказал ваш Господь: взывайте ко мне, делайте дуа, обращайтесь ко мне, астаджиб лякум, и я отвечу вам. Поэтому то, что Аллах дал нам вот таким маленьким, беспомощным, ничтожным, слабым существам, потому что если нас сравнить со Вселенной, мы очень маленькие, мы очень слабые, и несмотря на это Аллах почтил нас и дал нам возможность всегда просить у Него в любое время. Это милость Аллаха. И еще одна милость Аллаха, дар Всевышнего, возможность в любое время также обращаться к Аллаху не только за себя. Мы можем обращаться к Аллаху в любое время за наших близких, за наших жен. Жены могут обращаться к Аллаху в любое время за своих мужей, за наших родителей, за наших детей. И, альхамдулилля, сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, побуждает, призывает нас всегда делать дуа, обращаться к Аллаху и за наших братьев и сестер именно по вере, филляхи, которых мы любим ради довольства Всевышнего Аллаха. И не обязательно, чтобы мы их знали, не обязательно, чтобы они были рядом, не обязательно, чтобы мы их там узнавали в лицо или знали их имена. Субханаллах, милость Аллаха, дуа, машаллах, сила дуа, баракат дуа настолько велик, что мы можем, находясь у себя где-то дома, у себя где-то в мечети, как внутри намаза, даже во время суджуда, да, как и вне намаза, мы можем, субханаллах, обратиться к Аллаху за всех мусульман, которые сегодня живут. Мы не знаем, сколько мусульман живут на этой земле, сколько их миллионов, миллиардов, да, но Аллах знает, поэтому мы можем обратиться ко всем. Мы даже можем обращаться, это милость Аллаха, не только за тех мусульман, которые сегодня живы, здоровы, и они здесь, на этой земле. Мы можем обращаться и за тех наших братьев и сестер, которых уже нет, которые уже, они получили свое пропитание, получили свой удел, к ним пришел ангел смерти, забрал их души, а их намного больше, чем тех, которые сегодня живы, здоровы. Усопших, умерших братьев намного больше. Если взять только умму пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сколько миллиардов мусульман жило за эти полторы тысячи лет. Поэтому, машаллах, милость Аллаха, мы и за них можем дуа делать. И за тех наших братьев и сестер, которых еще нет, у которых еще не пришло время родиться, у которых еще они только родятся, иншаллах. Их тоже очень много. Поэтому это милость Аллаха. И любой мусульманин в любое время может обратиться к Аллаху
И так же, как и себе, попросить дуа, попросить тауфик, наставление, попросить хидая, наставление правильного пути, попросить магфира, прощения Аллаха, попросить милости Аллаха, помощи, пропитания, шифа от всех болезней за всех своих братьев и сестер. И если бы наши братья, наши сестры делали за нас дуа, конечно, это обрадовало бы нас. Если бы мы знаем, вот есть у меня брат, который, машаллах, все время за меня дуа делает, конечно, это радует нас. Потому что ты видишь, что вот брат тебя любит ради Аллаха, брат за тебя дуа делает. Если это нас радует, то давайте также и мы будем радовать наших братьев. Будем радовать наших братьев и сестер. Поэтому, альхамдулилля, религия учит: «Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсих». Никто из вас не уверует, то есть ни у кого из вас вера полноценной, сильной не будет, он настоящим мусульманином, верующим не будет, пока не полюбит для своего брата то, что любит для себя. Поэтому если мы хотим, если мы желаем, если это нас радует, что наши братья и сестры за нас будут дуа делать, то давайте мы сами будем радовать этим других. И что посеешь, говорят, то и пожнешь. Каждая душа получит, если благо совершает, то получит за это благо награду. Если любая душа, которая совершает грех, он получит за это наказание сам. Поэтому ученые говорят: аль-джаза мин джинсиль амаль. Что ты делаешь, вот то же самое Аллах тебе и даст, наградит этим. Поэтому если мы, иншаллах, будем делать дуа за своих братьев, за сестер, тогда Аллах пожелает и вселит в их сердца, внушит в их сердца, чтобы они, иншаллах, тоже за нас дуа делали. Об этом ученые много пишут. Поэтому, альхамдулилля, мы должны своих дуа уделять особое место, особое внимание за своих братьев. Чтобы, когда мы для себя просим счастья, как в этой жизни, так и вечной, чтобы из-за них попросить счастья, альхамдулилля. Чтобы, когда мы за себя просим, чтобы Аллах нам наши грехи простил. Мы знаем, грехи, прегрешения есть и у братьев, и сестер, и за них надо всегда, иншаллах, просить прощения. Поэтому, если, я еще раз повторяю, это закон, это правило, которое Аллах Тааля установил, если мусульманин, верующий, и про это Ибн аль-Каим, рахимахуллах, пишет: если мусульманин, верующий, будет всегда переживать, любить своих братьев и делать за них дуа, просить прощения за них, иншаллах, и они, его братья, и они будут любить его и будут за него дуа делать. И каждый из нас, каждый мусульманин, он всегда и в жизни, будучи живым, да, и после смерти, будучи уже в могиле, он всегда нуждается в молитвах своих братьев. То есть всегда ему нужны молитвы, мольбы его братьев. Если обратить внимание на состояние уммы, на жизнь, на состояние наших братьев и сестер, субханаллах, мы видим, сколько причин, которые побуждают нас, которые толкают, а иногда заставляют нас. Иногда же нужно нас заставить, да? И Аллах создает причины, чтобы заставить нас. Сколько причин на этой земле, чтобы мы делали дуа за наших братьев. Сколько братьев, они, субханаллах, их постигают страшные беды. Сколько братьев их постигают болезни. Сколько братьев в нищете, в долгах. У какого-то брата, у одного брата ребенок болеет, у другого брата проблемы в семье. Нужно, субханаллах, дуа делать, чтобы Аллах дал им благополучие, баракат. У какого-то брата проблемы с иманом, потому что очень часто, когда брат с нами посещает коллективный намаз, джамагат, на уроках с нами сидит, машаллах, мы любим его, мы с ним. А очень часто, когда у брата свет веры
начинает тускнеть, он начинает оставлять джамаат намаз, он начинает заблуждаться, шайтан наущает его, мы начинаем отдаляться от него. А это он такой брат, он там, у него проблемы с иманом, у него там наоборот. Если ты уделяешь ему внимание, когда у него все хорошо, то когда у него что-то плохо, особенно с иманом, потому что понятно, когда у него со здоровьем плохо, мы стараемся ему помочь. Но когда у него плохо с иманом, получается, он же нуждается больше в нашей помощи, чем когда у него там его болезнь постигает. Поэтому надо обращать на него внимание, надо звонить ему. Брат, как у тебя дела? Да, бисмилля, сегодня там в такой-то мечети урок сегодня. Айда там встретимся, альхамдулилля. Айда там где-нибудь в кафе встретимся, посидим. Не там, не гайбат говорить, не просто время пустую, а надо создавать причины, чтобы у него иман был крепким, чтобы вот этот свет, который гаснет каждый день, может быть, у него в семье проблемы, это, чтобы поддержать его. Поэтому, если обратить внимание на состояние уммы мусульман, очень много причин. А мы знаем хадис, мусульманин, которому безразлично состояние уммы, которому неинтересна жизнь мусульман, их проблемы, пророк сказал, он не из нас. Поэтому мы должны переживать, мы должны все это видеть. И вот все, что мы видим, должно подталкивать нас, побуждать и, еще раз говорю, заставлять нас, чтобы мы делали дуа друг за друга. Очень много братьев нуждаются в наших дуа. Очень много братьев, они действительно, за них нужно делать дуа. И вот если немножко вот эти категории я хочу разделить немножко. Первое, вот очень много братьев, скольких братьев и сестер постигла болезнь. Да, Аллах испытывает. Аллах испытывает и дает своему рабу болезнь. Но каждый раз, когда кого-то постигает болезнь или любая беда, мы должны понимать, что испытывая через вот эту проблему, да, через эту трудность этого раба, Аллах испытывает и его близких. Когда к твоему соседу пришла беда, ты не должен думать, что испытание пришло только к нему. А вот Аллах испытывает его, да, субханаллах, Аллах и тебя испытывает. Ты же его сосед. Или там у брата проблема с деньгами, там, я не знаю, со здоровьем, ребенок болеет, да, что-то там у них беда случилась, там отец умер, мать, жена умерла, муж, ребенок умер. О, Аллах его испытывает, Аллах и тебя испытывает. Какова будет твоя реакция? Что ты сделаешь, чтобы помочь ему? Может, ему деньгами надо помочь, еще чем-то. Может, просто внимание нужно. Нужно поздороваться с ним. Сказать, брат, мы с тобой, пусть Аллах Тааля наградит тебя аджром, пусть тебе Аллах терпение даст. Обнять его. Иногда просто так, понимаете? Или дуа сделать. Поэтому, когда брат, сестра болеет, Аллах испытывает не только его. Аллах испытывает и нас. И нас. Очень много хороших, богобоязненных братьев и сестер, у которых дни и ночи проходят в мучительных болях. Мы с вами, субханаллах, очень часто, да, устаем после работы, там, ложимся спать и даже иногда утренний намаз просыпаем. Да? Субханаллах, это великая ни'ма, великий дар Всевышнего Аллаха – это спать ночью, это сон, это когда твое тело успокаивается, твоя душа успокаивается. Очень часто, наверное, сами обращайте внимание, вечером никого не хочется видеть, ничего не хочется делать, какой-то пессимизм, да, ложишься спать, утром просыпаешься, все равно уже по-другому смотришь, да, это же милость Аллаха. А вот эти братья и сестры, они болеют, они не могут заснуть. Ночи для них это как для нас целая неделя, может быть, проходит. Потому что иногда общаешься, вот некоторые говорят, и тем более наше тело, оно начинает чувствовать боль ночью, так ведь? Ночью чувствует. Днем, может быть, как-то у них это проходит день, да? А ночью им тяжело. А некоторые, мы знаем, месяцами, а некоторые даже годами, они прикованы к постели. Они не могут ходить. Для нас постель – это удовольствие. Для нас постель – это отдых, машаллах, это покой. А для них постель – это
это наказание, это муки. Они просто хотят встать, они просто хотят немножко пожить без этой постели. Очень много таких братьев, которые годами в больницах лежат. Вот в онкологии лежат сколько братьев, сколько инвалидов, колясочников, которые не могут оторваться от этой постели. Так ведь? И для них это самая, может быть, великая мечта, счастье великое, просто встать на ноги. Вот когда еще в каком году? В 2008 году, когда кризис пришел, сколько людей там жаловались, сколько там и повесились, да, вешались. Кризис, кому-то денег не хватает, кто-то в кредитах сидит. С одним братом общаемся, и он говорит, брат мусульманин, которого многие знают, он говорит, говорит, пришли бы они ко мне, говорит, в гости, вот эти люди, я бы им рассказал, что такое кризис, говорит. Что мне нужно сделать, чтобы просто по нужде в туалет сходить, говорит. Через что нужно пройти. Поэтому это очень много братьев постигает болезни, и поэтому они не могут чувствовать вкус наслаждения еды, вкус наслаждения сна, как я уже говорил. И, конечно, они надеются на милость Аллаха. И, конечно, они нуждаются и в наших мольбах, и в наших дуа. И может быть, машаллах, Аллах примет твою мольбу. И через твою мольбу, может быть, Аллах даст ему шифа, или Аллах даст ему облегчение. Поэтому вот то, что наших братьев и сестер постигают болезни, это испытание для нас. И это побуждает нас, чтобы мы всегда делали за нас дуа. И может быть, иншаллах, Аллах смилостивится над ними через наши дуа. Может быть, Аллах, альхамдулилля, поднимет им настроение и даст им облегчение. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он сам, мы знаем, он сам призывал умму посещать больных. Так ведь, когда какой-либо брат болеет, посещать их. В исламе есть отдельная тема, адаб, этикет посещения больных. Так ведь? Про это мы в книгах можем прочитать. И есть еще специальные дуа, которые читал, с которыми посланник Аллаха обращался к Аллаху за своих больных братьев. Вот как, например, хадис в сборниках Абу Дауда и Тирмизи от Абдулла ибн Аббаса, который передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто посетил больного, которого не постигла кончина, смерть, то есть он болеет, но его не постигла смерть, и скажет возле него саб'а маррат, 7 раз. То есть это не болезнь уже перед смертью, потому что есть болезнь, у которой уже все, пришло время ему умереть, все, уже шифа не будет. А есть болезни, которых Аллах Тааля исцеляет. И вот если это та болезнь, которую Аллах Тааля исцеляет, если он возле него 7 раз скажет «Ас'алуллаху азим, Роббаль аршил азим», я прошу Аллаха Великого, Господа Трона Великого, ан яшфика, чтобы Он исцелил тебя. Я прошу Господа, Аллаха, Господа Великого Трона, чтобы Он исцелил тебя. Илля афахуллаху мин заликаль марат. Аллах обязательно избавит его, то есть исцелит его от этой болезни. Поэтому это небольшая дуа. Ас'алуллаху азим, Роббаль аршил азим, ан яшфик. Даже можете своими словами. Я прошу Господа Великого Аллаха, Господа Великого Трона, чтобы Он исцелил тебя. Поэтому вот это сунна, который призывает нас делать дуа за больных братьев. А другой хадис, сборники имама Бухари и Муслима, передает нам Аиша, мать правоверных, Аиша, радийаллаху анха, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Аллахумма роббан наси адхибил бас. О Аллах,
ты Господь всех людей. Мы его рабы, он наш Господь, он наш хозяин. Адхибиль бас. Избавь моего брата, мою сестру от этой трудности, от этой болезни. Вашфи. Исцели его. Мы знаем, есть в исламе, мы знаем, что болезнь лечится, есть дава, так ведь и лечит, может быть, врач лечит, да, травами, там, лекарствами, но есть результат этого лечения, это излечение, это шифа. Шифа только в руках Аллаха. Поэтому мы просим, как бы его ни лечили там, да, там лекарствами, душицей, зверобоем, да, мы знаем результат от Аллаха. Поэтому мы просим, вашфи, исцели, анта шафи, ибо ты тот, который дает шифа. Аллах исцеляет. Ла шафия илля ант, шифаан ла югадиру сакама. И нет никого, кто исцеляет, кроме тебя. Поэтому только Аллах дает исцеление, поэтому исцеление только в руках Аллаха. И вот это тоже пример того, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, альхамдулилля, делал дуа за больных братьев. Это первое. Второй момент, про это я уже немножко затронул эту тему. Очень много наших братьев и сестер, они получили то, что Аллах Тааля им предписал, и сегодня к ним пришел ангел смерти, и они покинули этот мир. То есть это братья и сестры, которые умерли и сегодня находятся в филь-барзах. То есть это тот промежуток жизни, та ступень жизни, которая находится между этой дунья и между судным днем. Так ведь? И у кого-то вот этот промежуток уже 1000 лет. То есть братья и сестры, которые умерли 1000 лет назад. У кого-то 500 лет, у кого-то 200 лет. И они находятся в этой тесной, в этой темной могиле и ждут судного дня. И мы должны понимать, в чем разница между нами и ими. Мы здесь. Даже если поддаемся наущениям шайтана, даже если мы совершаем какие-либо грехи, у нас есть возможность, субханаллах, покаяться. У нас есть всегда возможность обратиться к Аллаху и попросить у Него прощения. Если мы что-то делаем неправильно, у нас есть возможность исправить это. Исправить. И религия, сунна пророка, альхамдулилля, учат нас этому. Но когда мы окажемся там, то есть на спине земли, у нас есть возможность и грешить, и исправить это все. И покаяться, и попросить у Аллаха прощения. Аллах прощает грехи. А когда мы уже находимся в утробе земли, у нас нет возможности исправить то, что мы сделали там, на спине земли. Мы не можем уже покаяться, мы не можем уже просить прощения у Аллаха. Если кто-то, будучи на спине земли, обидел своих родителей, обидел кого-то другого, ущемил его права, и он уже находится в утробе земли, он не может выйти оттуда, вернуться и попросить прощения. Сегодня мы можем. Аллах согласен, если мы как-то обидим отца, мать, мы в любое время можем позвонить, можем прийти к ним домой, попросить прощения, жену, мужа, детей, любого соседа, брата, где-то мы обидели. Мы можем, субханаллах, попросить у него прощения. Мы можем попросить у Аллаха прощения. А там ни у братьев, ни у родителей, ни у жены, ни у мужа, ни у детей. И ни у Аллаха не попросишь. Нет, все закрыто. Двери покаяния закрыты. И если они находятся в этом положении, и для них эта дверь закрыта, то мы должны понимать, что эта дверь открыта для кого? Для нас. Для тех, которые еще находятся на спине земли. Для нас эта дверь открыта. И Аллах дает нам возможность, по милости, просить прощения, то, что Он не может сделать. За них, альхамдулилля, мы можем за них просить прощения. Это великая милость Аллаха. И вот очень часто сегодня я вот задумываюсь над этим все время. У меня когда отец умер, да, вот что я могу сделать, да, для него, что?
Вот очень много людей приходит, там кто-то нанимает художника, там супер талантливого, и в знак почитания своего отца покойного он делает ему картину. И он повесит эту картину у себя дома. Да, может быть, это как-то напоминает, что у него такой папа был, да, отец был, но от этой картины ему там уже пользы не будет. А некоторые там заказывают там во весь рост памятник, да, от этого только вред им. Поэтому людям нужно объяснять, как мы можем принести пользу, да. Иногда вот дома что-то готовишь, вкусное-вкусное, хочется маму пригласить, отца. А если нет отца, а если нет мамы, что делать? Как его угостить? Но мы знаем, что если Аллах прикажет ангелам, чтобы ангелы принесли в могилу к твоему отцу, к твоей маме, к твоему брату, сестре что-то из рая, которую даже мы никогда не пробовали, да? В хадисе же про это говорится, что постель из рая, а кому-то постель из ада, то если Аллах прикажет ангелам, ангелы все сделают так, как ты не можешь этого сделать. Субханаллах. Тогда с кем нужно говорить? С Аллахом. Я даже одному объяснил. Я говорю, с кем надо договариваться? Он говорит, с Аллахом, если Аллах только решает. Я говорю, а как договариваться? Дуа делай за своего отца. Субханаллах, проси. Что просить? Истигфар. Проси прощения. Ну, про истигфар еще мы с вами, иншаллах, поговорим. Поэтому для них дверь закрыта, а для нас открыта. Но мы, к сожалению, мы так беспечны, и мы так не понимаем цену вот этого дара Аллаха, да? Мы даже за тех братьев, которые рядом с нами дуа не делаем. Многие братья, я уверен, субханаллах, они, если уж за себя делают, это еще хорошо. Но и когда плохо, они, наверное, делают за себя дуа. А за братьев многие не делают. Вообще не понимают эти темы. Я когда урок давал, помните, тавассуль, анва'ут тавассуль, виды тавассуля. Когда один из видов тавассуля, ты можешь просто подойти к своему брату, богобоязненному брату и сказать, бисмилля, брат, у меня вот проблема немножко, сделай за меня дуа. Некоторые братья подошли, это, говорит, неправильно. Субхан, я говорю, докажите. Сколько ученых про это пишут. Люди к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, подходили, к сахабам подходили, к табиинам, к ученым подходили. Зачем мы закрываем, ищем проблемы? Я говорю, одного ученого мне приведите, фатва, далиль, который порицает, хотя не запрещает, хотя бы порицает это. Ну, никто мне не принес. Субханаллах, сколько ученых. Я потом еще столько ученых просмотрел. Это сунна. Ты можешь сам подойти и попросить у него. А если ты не ждешь просьбы и сам делаешь дуа, иншаллах, это дуа мустаджаб еще. Поэтому принимается. Это великая нигма. Мы за живых братьев мало делаем дуа, а за тех братьев, которые погибли. Вот я очень часто вспоминаю, вот сколько, вот я здесь 11 лет в этой мечети, сколько братьев мы похоронили, сколько бабаев. Многих мы даже имена не знаем. Даже не знали их при жизни. Так ведь? Сколько молодых, вот с кем мы общаемся, вот Абдурахим у нас брат, рахимахуллах умер, да? Вот кто за него дуа делал? Сколько лет прошло, как мы его похоронили вместе с вами, да? Вот задайте вопрос, сколько раз вы его вспоминали? В Лейлатуль Кадр, ночь предопределения, когда дуа принимается. Вы его вспомнили? Марат у нас брат, вот здесь всегда на первом ряду сидел. Машаллах, всегда дуа делал. Может быть, за нас тоже он дуа делал. Сколько лет он уже там? Для него закрыто все это. Вот сколько раз, вот просто я с себя спрашиваю, сколько ты за Марата, сколько раз ты дуа делал за него? Сестры у нас умирают. Это наши сестры, субханаллах. Вот за несколько дней мы сколько наших бабушек дорогих, которые вот по 15 лет сюда ходили, похоронили. Так ведь? Я вот специально спрашиваю иногда, как ее звали, как его звали, чтобы кто-то хотя бы запомнил, как Абу Хурейра, Абу Дарда. Абу Дарда же, жена Умму Дарда, передает, что он во время суджуда имя 70 братьев, еще с отчеством, там такой-то сын такого, 70 человек он перечислял, за них дуа делал. Субханаллах. У нас такого нет, к сожалению. И особенно, когда их уже рядом с нами нет. Мы их забываем, а они же нуждаются. Они нуждаются. Если мы их забудем, а кто за них будет делать дуа? Кто за них будет делать дуа, если мы их братья будем забывать? Поэтому
Аллах, вот хочу привести аят, суратуль Хашр, сбор, 10 аят. Аллах Тааля говорит, описывает, какими должны быть мусульмане. Вот какими мы должны, мусульмане, быть. И какие отношения у нас должны быть. «Валлазина джа'у мин ба'дихим». А те, которые пришли после них. Есть братья, которые жили до нас, они ушли. А мы те, которые пришли после них. «Якулун». Они говорят, «Роббана», о Господь наш. То есть делает дуа. «Игфир ляна». Прости нам наши грехи. Да, мы должны начинать с себя. Сначала наши грехи. Игфир ляна. Прости нам наши грехи. Вали ихванина. И прости наших братьев. Аллазина сабакуна биль иман. Которые уверовали раньше нас. Которые жили раньше нас. Они братья по вере. Прости нас и прости тех, которые жили раньше нас. Сегодня они там. «Валя тадж'аль фи кулубина гилля лиллазина аману». И не насаждай в наших сердцах ненависть, зависть, вражду к тем, кто уверовал. То есть мусульмане просят, чтобы Аллах избавил их сердца от ненависти друг к другу. От вражды друг другу, от зависти, когда вместо того, чтобы, субханаллах, радоваться, что брат машину поменял, что брат женился, что у брата ребенок, а пока, может быть, у тебя нет, вместо того, чтобы радоваться и просить у Аллаха баракат за него, у нас зависть, у нас появляется вражда, мы перестаем общаться с ним, потому что у него машина стала лучше, чем у тебя, или бизнес пошел, да? Поэтому мусульмане просят, «Ля тадж'аль фи кулубина гилля лилладина аману». Не насаждай, избавь наши сердца от ненависти и зависти к тем, кто уверовал. «Роббана», о Господь наш, «иннака рауфур рахим», воистину ты сострадательный и милостивый. И вот шейх Саади дает толкование этого аята, 10 аят, повторяю, суратуль Хашр, и он говорит, вот этот аят включает в себя всех верующих, всех мусульман и мусульманок, да? И они приносят друг другу пользу и просят дуа друг за друга, истигфар здесь в этом аяте, только за то, что они верующие, потому что они мусульмане. Мы должны делать дуа только за то, что мы мусульмане, субханаллах, и не ждать там других причин, так ведь? Не потому, что мы там вместе работаем, или там он мне денег должен, или он тебе задолжал, да? Нет, потому что мы мусульмане. И их объединяет религия, дин, их объединяет иман, вера. И именно иман, который в их сердцах побуждает их любить друг друга и делать дуа друг за друга. И вот почему мусульмане обращаются к Аллаху и просят, чтобы Аллах избавил их сердца, очистил их сердца от ненависти друг к другу, от зависти друг к другу, то есть по отношению к верующим. И если Аллах избавит наши сердца от этой ненависти, от этой зависти, то в сердце поселится что? Противоположное этой вражде. Что? Любовь. Субханаллах. В сердце придет, если зависть уйдет друг к другу, придет что? Любовь. Придет дружба друг к другу. И придет, альхамдулилля, покорность друг к другу. Вот это то, что касается братьев и сестер, которые сегодня находятся уже у Всевышнего Аллаха. И в шариате очень много еще других дел. Это нужно изучать отдельно. Да? Многие ученые согласны с тем, что за братьев можно Коран читать. Да, есть там разногласия среди ученых, но все-таки то, что я нашел в книгах, да, там среди масхабов, среди ученых величайших уммы, то многие ученые, альхамдулилля, говорят, что за брата можно Коран читать. Если ты просто страницу Корана почитал и сказал: «О, Аллах, прими это мое чтение, если есть аджр в этом, сделай так, чтобы этот аджр
постиг моего брата настиг моего брата, который вот сегодня у тебя, отца моего. Поэтому, если тот был мусульманином, братом или сестрой мусульманкой, то многие ученые говорят, что можно за них Коран читать, можно садаха давать. Здесь уже нет никаких разногласий, здесь конкретный хадис идет. Можно садаха делать, любой вид садаха, можно кому-то воду принести, можно что-то, и с таким намерением, чтобы аджр был нашему брату умершему. Не обязательно, чтобы это твой отец был. Можно просто за любого брата, который вместе ты в мечеть ходил. Да? Машаллах, можно доброе дело сделать. Курбан, мы знаем, но многие путают курбан, который в Айдуль-Адха, во время праздника, это другой курбан. Так ведь? Можно хадж совершить за братьев, за родных, если ты за себя уже совершил. Можно умру и другие благие дела. Поэтому все это очень важно, и все это, иншаллах, обрадует наших, иншаллах, братьев, которые сегодня в тесной и темной могиле. Другая категория людей – это те братья, которые сегодня живут в огромных страшных фитнах, страшных войнах. Сегодня горят в огне, то есть не в адском огне, Аллах сахласан, идут войны. И очень многие наши братья и сестры, которые не могут спокойно, я не знаю, рожать детей, воспитывать их, уделять им должного внимания. Очень много братьев, которые не могут воспитывать наших детей. Вот из-за этих войн страшных, из-за нищеты, из-за вот этих фитны, которые даже, возьмите сегодня сирийскую проблему, так ведь Ирак, сколько вот даже стран, которые находятся вблизи вот этой страны, очень много проблем. Они не могут воспитывать спокойно своих детей, они не могут знания брать. Вот ты пришел, захотел, сегодня у нас там среда, четверг, пятница, у нас же сегодня урок, машаллах, бисмилля, садишься в машину или там в трамвай, или пешком, приходишь в мечеть. У кого-то нет этой мечети, эту мечеть взорвали. У кого-то мечеть, она есть, но запрещают там уроки давать. То же самое, например, во многих азиатских странах категорически запрещается преподавать в мечетях. То есть любой вагаз запрещается. Ты вот как по протоколу заходишь в мечеть, намаз читаешь, уходишь, даже 5 минут не задерживаешься. Вот есть такие мечети, куда, есть такие азиатские страны, куда женщинам запрещено заходить. А у нас, вот посмотрите, 70%, которые посещают вечерние курсы, это кто? Это наши сестры, это наши мамы, бабушки, которые внуков воспитывают, так ведь детей воспитывают. Альхамдулилля. Много братьев, которые не могут посещать ихтикафы, которые не могут спокойно поклоняться единому Аллаху. И мы знаем, сколько семей разрушаются из-за этих войн, сколько кровь невинных людей, детей, женщин проливается из этих войн. Мы знаем, сколько детей становятся сиротами. У них нет отца, у них нет родителей, потому что они погибают. Даже вот я когда, не вот этот раз, первый раз я когда был в Грозном, Чечне, я вот с ребятами встречался, очень много братьев, у которых нет отцов, потому что они погибли еще вот в 90-х годах. Это была война, страшная война. Мы, говорит, видели только свет от этих взрывов. Это страшно. И поэтому, когда я у них спросил про суицид, я говорю, у вас есть ребята там лезут? Ты что, говорит, хазрат, мы только начали жить, говорит, мы только начинаем жить. Поэтому они видели войну, понимаете? А у нас некоторые братья ходят, они никогда там не видели, как это все вот страшно, вот эту кровь не видели, не теряли, там говорят, война это хорошо, это круто. Понимаете, война это всегда плохо. Война это всегда плохо, поэтому мы должны думать об этом. Многие братья, вот был здесь, в этой мечети, брат Сирии, мы с ним долго общались, у него жена татарка. Я, говорит, субханаллах, сколько работал, говорит. Просто он вот рассказал свою, это один человек, а там таких миллионы. Я, говорит, сколько работал, говорит, институт закончил, все, работал, деньги копил. Машаллах, говорит, Аллах мне открыл. Я, говорит, на первом этаже, дом построили, на первом этаже, я, говорит, магазин открыл свой, халяль, все вот как положено. У меня там мечеть, здесь магазин, а на каком-то этаже я, говорит, для семьи квартиру купил. Все. Жизнь удалась, альхамдулилля. И война, говорит. Мы уехали. Я, говорит, приехал. Не то, что магазина моего, дома нет, говорит. Дома нет, взорвали дом, говорит. Вот представьте себе. Мы, когда нас что-то там, где-то налоговые, там что-то
побольше возьмет, да, мы начинаем судиться к прокуратуре, туда-туда, меня неправильно там взяли, обманули. А он к кому пойдет? Никого нет. Никого. Все, нету страны, нет, понимаете? Вот об этом мы должны думать. Их положение, их ситуацию мы должны думать. И, конечно, мы должны просить у Аллаха, чтобы Аллах избавил их от этих тиранов, избавил их от этих убийц, избавил их от этой войны страшной, чтобы Аллах дал им облегчение, чтобы Аллах дал им терпение, чтобы Аллах наказал вот этих залимов, которые творят вот это нечестие. Поэтому, чтобы Аллах вернул им спокойствие, чтобы Аллах вернул им мир, чтобы они поклонялись Аллаху спокойно, чтобы они, субханаллах, воспитывали своих детей, чтобы они радовались поклонению единому Аллаху. Поэтому, когда беды, трудности постигали мусульман, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, он очень переживал. Когда он отправлял войско, субханаллах, он так переживал за них, за каждого из них, как они вернутся, смогут ли они победить, или там, что их там постигнет. Во время Ухуда, когда Аллах испытал их, сильно испытал Ухуд, да, он столько дуа делал, столько обращался за своих братьев, за свою умму. Он же говорил, о Аллах, если ты погубишь этих людей, то на земле не останется никого, кто бы поминал тебя. Как он просил, субханаллах. Это же последние, те, которые поклоняются тебе, единому, поминают тебя. Абу Бакр, когда отправил войско к Мусайляматуль Кадзаб, то есть когда был Абу Бакр, произошел бунт, Мусайляма, который еще до него жил, он же превозгласил себя пророком. Он даже написал письмо от пророка, от посланника Аллаха Мусайляма, посланнику Аллаху Мухаммаду. И когда Абу Бакр отправил войско против этого Мусайляма, субханаллах, он делал дуа, просил, чтобы Аллах дал им силу, чтобы Аллах дал им облегчение. Умар ибн Хаттаб то же самое делал. И даже если вспомнить вот ту войну, Великую Отечественную войну, где миллионы мусульман участвовали, которые намаз читали, кто-то в окопах, кто-то где, да? Это же тогда еще мусульман очень много было. Например, некоторые сравнивают период войны там с 80-ми годами. Да, в 80-х уже мусульман было меньше, а во время войны еще мусульман очень много было. Очень много. Вот я Верхние Челны на границе. Мы, говорит, каждого солдата, говорит, на войну с такбиром, говорит, Аллаху Акбар, Аллах, как на праздник, говорит, на войну провожали. Мы даже коней, говорит, с такбиром провожали. Все дуга делали за него. Там мусульмане уходили. Так ведь? И, может быть, многие вернулись, потому что их матеря, их жены, машаллах, их дети, может быть, дуга делали за них. В тылу, там, за них дуга делали. Может быть, когда вот у нас же кто герой? У нас те, кто воевал. Так ведь? Ну, извините, а кто вот с детьми остался? Кто там семью сохранил? Если Аллах избрал мужчин для того, чтобы они там победили там Гитлера, да, Аллах избрал женщин, наших матерей, чтобы они остались с детьми, чтобы они воспитали детей. Кто-то же не вернулся, многие, они же все равно и не повесились, и они же, альхамдулилля, выдержали это, наши матеря, бабушки. Поэтому дуа, вот здесь очень тоже важно. Также, если мы сегодня находимся в благополучии, если мы сегодня заходим в магазин, имеем возможность, многие из нас имеют возможность купить что ему угодно, детей, мороженое, это все, да, там одежду, там кто-то квартиру меняет, кто-то машину меняет. Идем вперед, так ведь? Сегодня очень много братьев, даже не только в каких-то африканских странах, да, даже среди нас очень много братьев, которые не имеют возможности там одежду купить, там за квартиру заплатить. Поэтому, да, Аллах Тааля дал им испытания. Аллах дает им испытания, и поэтому за них тоже мы должны по мере возможности помогать, и, иншаллах, за них еще дуга делать. Так ведь? Дуга делать. Поэтому очень много. Вот в Сомали что творится. Когда одному саудийскому ученому позвонили и сказали, какой хукм
какое решение вы скажете насчет постящегося, который не разговляется и который сухур не кушает? То есть у него пост действительный, а почему, говорит, он сухур не кушает? А нам, говорит, нечего кушать. Он расплакался. Прямо в эфире заплакал. Если, альхамдулилля, Аллах в Саудию дал баракат, столько там еды, столько этого. И у нас также, альхамдулилля, не хуже, да? А у кого-то на сухур ничего нет. У кого-то на ифтар. А такие времена были? Были у нас, у бабушек, дедушек. 21 год. Вспомним историю, да? Военное время, когда уразу держали. Субхан, у них ничего не было на это, на сухур, на это. Поэтому сегодня есть такие братья. Вот также там в Индии, вот когда братья были, многие люди, говорят, всю жизнь живут на улице. Мы-то жалуемся, что у нас квартиры нет своей, но мы как-то еще, что? Мы снимаем квартиру. Кто-то дом строит, кто-то как-то старается, да? А вот очень много людей, они, говорят, под машинами спят. Там картонку, там на парковке машина стоит, картонку постелит, с детьми там под машиной спят. Много. Вот в Индии, говорит, мы видели своими глазами. Поэтому очень много братьев, которые находятся в крайней нищете, которые не доедают, которые там болеют из-за этого. Поэтому надо за них дуа делать. Пусть Аллах Тааля даст им, альхамдулилля, имущество. Пусть Аллах Тааля даст им пропитание. Пусть Аллах Тааля облегчит его положение. И в этом есть наше братство. Иннамаль му'минуна ихва фа аслиху байна ахвайкум. Воистину, верующие все, они братья, поэтому фа аслиху байна ахвайкум. Поправляйте свое братство, ваттакуллах, и всегда будьте богобоязненными, лааллякум турхамун, и быть может Аллах смилостивится над вами. И, к сожалению, время уже истекает мое, немножко сокращу. Вот что касается отдельно истигфара, несколько слов в завершение. Истигфар, то есть отдельно дуа за наших братьев, это истигфар, когда ты конкретно просишь, чтобы Аллах простил грехи наших братьев. Это отдельная тема, которая достойна нашего внимания. И вот несколько хадис, машаллах. Это хадис передает нам Табарани от Убада ибн Самит, который сказал, что я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман истагфара лиль му'минина валь му'минат», кто попросит прощения за верующих мужчин и за верующих женщин, катабаллаху лаху бикулли му'минин ва му'минатин хасана. Аллах запишет ему за каждого верующего и за каждую верующую одну награду. Субханаллах. То есть вот как Аллах побуждает нас, чтобы мы просили прощения. Вот сегодня сколько на уроке? Мы не знаем, так ведь? Сколько человек там? 50, 60, 70. Но если мы скажем вот сейчас прямо: «О Аллах, прости грехи всех моих братьев, которые вот сейчас сидят в твоем доме». Мы не знаем сколько, но Аллах запишет тебе столько наград, сколько сегодня здесь находится наших братьев. Если мы скажем: «О Аллах, сегодня сколько в моем городе живут мусульман, да, мусульманок, всем прости грехи, ибо ты прощающий». Мы не знаем, сколько здесь мусульман. Аллах знает, но столько награды ты получишь. А зачем ограничиваться городом? У нас город небольшой. А если мы скажем район? Сколько в деревнях наших братьев, сестер, которые пятикратный намаз, которые веруют в Аллаха, А если мы скажем Татарстан? А зачем? Давайте Россию скажем. А зачем? Давайте скажем. Сколько сегодня, я Раббам, о мой Господь, сколько сегодня на этой земле братьев и сестер, которые поклоняются Тебе. И Тебе одному. И не предавают Тебе никого в сотоварищи. О Аллах, прости всем грехи. Мы не знаем, сколько сегодня мусульманок на этой земле. Но Аллах, иншаллах, Аллах Тебе запишет столько аджра, сколько сегодня живут на этой земле мусульман. А если мы скажем: о Аллах, со дня Адам, алейхиссалям, и до сегодняшнего дня, сколько на этой земле живут и будут жить до судного дня верующих братьев и сестер, всем прости грехи. Сколько за это награды? Вот поэтому, машаллах, вот эта милость Аллаха, надо эту милость использовать. И Нух, алейхиссалям, использовал это. Он делал дуа: «Рабби гфирли
о Аллах, прости меня, вали валидайя, прости моих родителей, вали ман дахаля байтия му'минан, и прости того, который войдет в мой дом, будучи верующим, валил му'минина валь му'минат, и прости всем верующим мужчинам и всем верующим женщинам. Это дуа Нух алейхиссалям, сурату Нух, 28. Он просил за всех мусульман дуа. Истигфар просил. Он это знал. Альхамдулилля. Где сокровище? Как можно заработать аджр, да? Ибрахим алейхиссалям. Он говорил: Раббана гафирли, о Господь наш, прости меня. Вали валидайя, прости моих родителей. Валил му'минина яума якумул хисаб, и прости всех верующих в день, когда ты будешь их рассчитывать. Это сурат Ибрахим, 41 аят. Ибрахим алейхиссалям за всех верующих дуа делал. И к этому же призывал Аллах, приказал даже своего пророка, нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «Фа'лям, знай, аннаху ла иляха илляллах, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, вастагфир ли данбик, и проси прощения за свой грех, сначала за себя. Валил му'минина валь му'минат, и за всех верующих мужчин, и за всех верующих женщин». Аллах сказал: спроси истигфар, проси прощения. Поэтому мы должны простить. И если мы возьмем первое поколение мусульман, сподвижников, табиинов, таби'инов, еще поколение ученых величайших, вот имам Ахмад, Абу Ханифа, имам Малик, других наших ученых, да, субханаллах, мы видим, что они знали, когда принимается дуа, а это все мы тоже знаем, сунни, да, и они использовали эти моменты, чтобы сделать дуа за себя, за свои семьи, за своих братьев, аль-ахьяу минхум валь-амват, то есть которые живы, здоровы, с нами живут, и те, которые уже умерли. Поэтому они использовали это. И я, помните, даже специально говорил, даже на хутбе, как, например, Абу Ханифа после каждого намаза делал дуа за своих родителей, и после родителей за своего устаза Хаммада. И как ученик Абу Ханифы, после пятикратного намаза, после каждого намаза, прежде чем попросить истигфар за своих родителей, он сначала за Абу Ханифу дуа делал. И как имам Ахмад, что он сказал, если кто запомнил, если кто-нибудь запомнил, да, в течение 30 лет он не ложился спать, пока не сделал дуа за имаму Шафи'i, пока за него истигфар не делал. Вот как они делали, как они любили друг друга и просили истигфар, прощения за своих братьев. Поэтому используйте это. Не лишайте себя и своих братьев и сестер этого подарка, этого дара Всевышнего Аллаха. И как Абу Дарда сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: какой бы мусульманин не попросил, не обратился к Аллаху за своего брата, за его спиной, то есть с условием, чтобы он об этом не знал, да, Аллах Тааля отправит к нему ангела, аля расихи малякун муаккаль, специального ангела, который скажет: амин, валяка бимиталь, и тебе же, и тебе те же слова. То есть он за тебя сделает те же дуа. Поэтому просите у Аллаха за братьев, и тогда, иншаллах, и любовь, и дружба, и братство у нас будет больше. И кому-то, может быть, альхамдулилля, Аллах поможет через наши дуа. Джазакумуллаху хайран. Но если уж там за всех попросите дуа, там где-нибудь и про меня скажете, ладно, что-нибудь. Субханак Аллахума бихамдик, шаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайран.